Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Региональный центр компетенции по финансовой грамотности Якутии проводит мероприятие по финансовой безопасности. Стать жертвой преступников может каждый, и неважно, использует он банковскую карту или предпочитает рассчитываться наличными. Мошенники умеют выманивать деньги онлайн с помощью звонков и СМС в соцсетях и офисах. О том, как можно защититься от мошенников, расскажет Рита Якушева, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Якутии. Рита Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Кто чаще всего становится жертвами мошенников? Какие социальные группы наиболее уязвимы? Так, ну, смотрите, главная задача мошенников, да, это выманить данные. То есть, в принципе, жертвой мошенников может оказаться каждый, даже мы с вами. Вот. Ну, конечно, статистические данные есть, и статистика говорит о том, что все-таки чаще жертвами финансовых мошенников становятся пожилые граждане ввиду своей цифровой безграмотности. Вот. Просто нажали не на ту ссылку, ответили, допустим, доверились тому, кто звонит по номеру телефона, передали свои персональные данные и так далее. Ну и последнее время, особенно последние 2 года, говорит о том, что больше стали все-таки страдать от действий финансовых мошенников и граждане среднего возраста. То есть те люди, которые работают, и те, которые зарабатывают, скажем, такого возраста там, старше 30 и до 55 лет. Вот. Также в такую группу риска попадают и дети, которые играют в компьютерные игры, потому что чаще они тоже общаются и в чатах, и передают, бывает, что и персональные данные, не только свои, но и персональные данные родителей, что само по себе тоже неправильно, а детям же трудно объяснить. Они говорят, ну он добрый, вот он мне там написал и так далее, то есть ребенок больше доверяет. И в принципе вот наша ошибка вот доверять. Но самое главное правило все-таки финансовой грамотности – это доверяй, но проверяй. Вот. Почему мошенники, так можно сказать, любят больше всего наш регион? Но есть такой стереотип же, да, вот когда мы выезжаем куда-то на отдых, допустим, да, на юг, и говорим, что вот мы из Якутии приехали в отпуск, и они, о, якутяне, там у вас алмазы, золото, меха, там зарплата высокая и так далее. То есть вот такой стереотип, то есть такое стереотипное мнение, оно и складывается. В принципе, и мошенники, они же тоже мониторят. Они не просто так сидят. Сейчас в интернете очень много доступной информации, статистических данных по уровню дохода населения и так далее. И Якутия в этом, скажем так, рейтинге, она не на последнем месте. Мы в десятке, скажем так, первых регионов, где высокий уровень дохода у населения, да. И плюс ко всему, страдают же жители в основном Мирнинского района, Нерюнгри, города Якутска. Ну, промышленных городов. Да, может быть, промышленные зоны, именно там, где очень высокие заработные платы. И мошенники, они же тоже как бы, ну, им же надо заработать, и вот они и выбирают такие зоны специально для того, чтобы, скажем так, по ним отрабатывать. Как мошенникам удается забирать не только накопления граждан, но и заставлять своих жертв оформлять многомиллионные кредиты? Ну вот смотрите, технологии, цифровые технологии, они развиваются каждым днем. Даже буквально каждый час, наверное, придумывается какое-то новое цифровое решение, скажем так, да. И мошенники же, они тоже не сидят на месте, они начинают двигаться, скажем так, в ногу со временем, и вместе с развитием цифровых технологий они начинают развивать свои какие-то мошеннические схемы. Вот, например, последние данные, да, которые которые мы слышим в новостях, вот, последние данные говорят нам о том, что мошенники уже научились придумывать и размещать фейковые мобильные приложения банков на специальных сервисах, такие как, допустим, маркеты, да, специальных приложений вот, и так далее. То есть здесь нужно быть очень осторожным и аккуратным. И желательно при выборе мобильного приложения банка лучше установить его в банке при оформлении карты с помощью администратора, например, зала, да, либо с помощью менеджера банка. Это абсолютно бесплатная услуга, но тогда вы себя обезопасите, вот, не делая это самостоятельно, потому что самостоятельно можно не на ту ссылку нажать. Все же логотипы похожи. Бывает такое, что мы даже не обращаем внимания, что, например,
в сайте есть разница там, в одной букве, в одной цифре или наоборот лишняя цифра стоит. Но мы уже привыкли все свайпать, да, вот все быстро-быстро вот так вот все пролистываем, все и буквально вот можем не заметить и стать жертвой мошенников, установить себе фейковое приложение и распрощаться со своими деньгами. Ну, действительно, киберпреступность с каждым днем, можно сказать, становится все изощреннее. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать гражданам при общении с незнакомцами, будь то по телефону или в соцсетях? Вот смотрите, когда мошенник звонит по телефону, его главная задача выудить информацию. И тут они прибегают именно к методам социальной инженерии. То есть они начинают давить психологически на человека. Либо они ему говорят, что вводит его в вот такое состояние эйфории. Вы получили выигрыш и так далее, и так далее. То есть они его сразу радуют, да, такой новостью неожиданной. И человек в состоянии таком, в хорошем настроении, в состоянии эйфории начинает им рассказывать все. Да, конечно, вот мой номер телефона, вот зовут меня так-то, да, я подтверждаю, и так далее, и так далее. И начинают передавать им всю ту информацию, которая им нужна для того, чтобы осуществить мошеннические действия. Или наоборот, они могут позвонить и начинать запугивать. То есть они представляются там, сотрудником безопасности банка, да, или они начинают представляться там, сотрудником как полиции, прокуратуры, неважно, как любого государственного органа. То есть они с таким строгим голосом говорят, вот сейчас там у вас происходит то-то, то-то. Да? И человек, конечно, он будет, он сразу страх. У него, во-первых, страх потерять деньги. Сейчас же мы очень много работаем. Люди, граждане, которые ходят на работу с утра до вечера, скажем так, это большой стресс. Это всегда стресс. Мы в дороге доедем до работы, потом вечером с работы домой тоже едем. Пока приедешь, пока отдохнешь, уже поспишь, вот опять на работу. Да, и вот такой вот. И не успеваешь даже подумать иногда. И вот, например, человек звонит, мошенник, и вводит такое состояние. И что человек делает? Он, конечно, пугается. И, конечно, он в страхе потерять свои заработанные деньги, он будет ему все рассказывать. Даже секретный код из СМС люди называют. Хотя этот секретный код, он предназначен только для владельца карты. И банк ведь ему говорит, что никому, никогда не называйте ни пароли, ни пин-коды, ни тем более коды, которые приходят вам в СМС. Рита Михайловна, вот вы сказали о статистике, вы собираете какие-то данные, а вот кто психологически больше подвержен стать жертвой таких мошенников? Или, может быть, по профессиям есть какие-то градации, там, бюджетники, может быть, или гуманитарий? Да. Есть такая статистика. Вот мы как финансовые консультанты, мы все равно изучаем эту сферу, да, мы изучаем вообще в целом нашу целевую аудиторию, с которой мы работаем. И да, действительно есть такое, что люди с гуманитарными, вот именно те, которые гуманитарии, скажем так, да, те, которые не работают с аналитикой, которые больше, такие романтики, скажем так, да, вот они подвержены, конечно, да, они верят больше, они доверяют, они больше, скажем так, находятся в такой некой зоне риска. Также люди, если по полу различать, да, то, конечно, больше женщины. Потому что женщины... Почему? Потому что, во-первых, женщина, она отвечает за семейный бюджет. И все-таки она принимает решение, что купить, куда потратить и так далее. Мужчина, он все-таки добытчик у нас, да? Он приносит, а куда жена потратила деньги, тут уже потом они в конце месяца разбираются, скажем так. А так вот женщины, да, женщины чаще страдают, конечно. Особенно с фишинговыми сайтами, особенно с фейковыми сайтами, страницами вот, разного рода. Есть специальные, мошенники разрабатывают специальные сайты, которые... скажем так, похожие на официальные, да, там, на те интернет-магазины, которыми мы привыкли пользоваться. Вот, и женщины просто не замечают иногда. Просто вот, похож, и как бы и осуществляют покупку, и становится... Ну, мошенники обращаются к своим жертвам по имени и отчеству. Откуда у них такие данные? Это уже наше упущение, потому что мы редко заботимся о том, что когда мы общаемся в социальных сетях, допустим, да, или когда мы создаем аккаунт в социальной сети, мы пишем там свое полное имя и отчество, никто даже не задумывается о том, что это может стать такой полезной информацией для мошенников. Кто-то еще использует, заполняет полностью профиль, не использует ники, да, не используют эти вымышленные имена, скажем так, указывают контактные номера телефонов и так далее. И это уже потенциальная база для того, чтобы мошенники могли ее использовать для обзвона. Но и еще есть такой момент, что
ведь вы все пользуетесь мобильным приложением, да? Когда мы вводим номер телефона в мобильное приложение, и даже если мы захотим перевести 1 рубль, да, человеку, мы проводим там несколько буквально манипуляций, и у нас выходят уже полные реквизиты. И там написано там, Иван Иванович Иванов, допустим, да, но только вместо Иванов у него будет стоять И с точкой. То есть будет имя, отчество, но не будет фамилии. Вот, пожалуйста. И поэтому здесь самый главный такой лайфхак, который вот зрители наши могут использовать. Никогда не указывайте тот номер телефона, который привязан к вашему мобильному приложению или банковской карте в социальных сетях. Никогда не передавайте его. Не используйте в WhatsApp-группах. Потому что, наверное, часто замечали, что если ты состоишь в какой-то WhatsApp-группе, там приходят боты, да, там какие-то сообщения вообще непонятные, которые никто вроде как из членов группы не отправлял. А это боты. То есть вот специальное считывающее устройство тоже есть. И, в принципе, нужно себя оберегать. То есть нужно стараться заботиться о своей вот такой финансовой безопасности такими простыми методами. Ну, как избавить себя, например, от назойливой рекламы банков, да, когда, например, позвонили, захотели взять кредит, отказали, а потом начинают названивать, бесконечно звонят. Как от этого избавиться? Ну, смотрите, есть такой закон, как 152 ФЗ, да, который защищает наши персональные данные. И если вы сами обратились в банк, и потом банк вам начинает названивать с какими-то рекламными предложениями и так далее, вы можете позвонить в колл-центр и устно отказаться, отозвать свое согласие об обработке своих персональных данных. То есть запретить им. Или обратиться на, допустим, в интернет-приемную этого банка и написать: я такой-то, такой-то, зовут меня так-то, так-то, прошу не использовать мои персональные данные в качестве рекламных рассылок и так далее. Или когда вы прекращаете вообще свои действия с банком, например, вы закрыли кредит, и все, вы не хотите с этим банком больше иметь никаких там дел и так далее, да? Вот. Вы приходите письменно, просто пишете заявление, я отзываю свое согласие о передаче банку персональных данных, и все. И банк уже не может вам ни звонить с какими-то рекламными приложениями, ни отправлять СМС-сообщения. Но это касается не только банков, это касается всех, любых организаций, в которым мы передаем свои персональные данные, в том числе и поликлиник. Ирина Михайловна, к сожалению, наше время подошло к концу. Очень интересная беседа. Будем ждать еще раз вас в гости. Желаем вам всего хорошего, ну и успехов в вашей работе. Спасибо большое. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.